кумадир, дай-ка мне такой план совпомнение, такой план совпомнение, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кума, кумадир. Здравствуйте, дорогие ребята! Шум брата да кельгама ялгат. Мы рады видеть вас всех в добром здравии и в хорошем настроении. На прошлом занятии мы с вами говорили об одном из интереснейших жанров фольклора нашего края – сказках. На сегодняшнем занятии мы со сказочным героем Куйгарышем познакомим вас со следующей, не менее интересным жанром устного народного творчества нашего народа. Нас ждет много нового и интересного. Друзья, попробуйте угадать тему нашего сегодняшнего урока, внимательно послушав стихотворение, которое я для вас подготовил. Год за годом мысль народа в ней копилась, с рифмой роднилась, и детям и взрослым пригодилась. Умному загадать все впрок, а неумному намек. Как вы успели догадаться, сегодня мы будем говорить о богатейшем фольклорном наследии мордовского народа – загадках, которые создавались веками и использовались в развлекательно-познавательных целях. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – Мокши Эрзень Содома Йовксне – мордовские загадки. Ребята, загадка – это великая сокровищница человеческой мысли и представляет собой иносказательное описание предмета или явления, которое необходимо разгадать. По сравнению с другими головоломками, фольклорные загадки очень колоритные и самобытные. У них нет определенного автора, они веками создавались народом и передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Всякий раз немного видоизменялись. Куйгарыш, а как загадка будет звучать по-макшански? Друзья, на макшанском языке загадка – это Содома Йовкс. Это слово сложное, состоит из двух частей. Содамс – знать, отгадывать, и Йовкс – сказка. Если дословно перевести эти слова, то получится сказка для отгадывания. На самом деле загадка представляет небольшую историю, краткое замысловатое описание какого-либо предмета, которое требует отгадки. Послушайте, как образно мордва описывает корову, сравнивая ее с копной сена, рога животного с вилами, а хвост с метлой. Кардас кучкаса ащи капа, ингален затянга, вталан зательме. Ребята, а как вы думаете, для чего необходимо нам с вами уметь загадывать и отгадывать загадки? С помощью загадок можно тренировать память, развивать гибкость ума, догадливость, наблюдательность. Они не просто учат нас думать, но и мыслить, подключая воображение. Ребята, давайте рассмотрим основные типы мордовских загадок по форме и тематике. По форме среди мордовских загадок выделяются загадки описания, загадки-вопросы и загадки сравнения. В загадке описания по-макшански Содому Йовкс Азама дается образное описание предмета, который нужно отгадать. Ребята, попробуйте отгадать такую загадку. Салмык станзелама сонтьмезева ковсташинды. Иголок много, сам же ничего не шьет. Конечно, это ежик, сеяль по-макшански. Молодцы, ребята! Теперь рассмотрим второй тип загадки – загадку-вопрос. По-макшански Содому Йовкс Кизевкс. Она включает в себе вопрос, который требует мыслительной деятельности и дает новые знания об окружающем мире. Ребята, послушайте загадку-вопрос и попробуйте их отгадать. Кисюрынца пулыдынца кувакат, чьи рога длиннее хвоста. Ребята, вы, наверное, задумались? Конечно, это животное – коза. Еще одна загадка-вопрос. Кии тени ассы, месяц апаквитик кассы. Кто мне скажет, что растет, хотя их не сеют? Конечно, это волосы. Их никто не сажает. Они растут независимо от нас.
Ребята, и наконец рассмотрим третий тип загадки. Это загадка сравнения. По-макшански «Содамойовкс каранькаршек арафтома». В ней один предмет сравнивается с другим по сходству каких-либо признаков. Послушайте макшанскую загадку сравнения и попробуйте ее отгадать. Акша кодалова, таньсти кодамеди. Белый, словно снег, вкусный, словно мед. Конечно, это сахар. Молодцы, ребята! По цвету он такой же белый, как снег, а по вкусу сладкий, как мед. Друзья, мордовские народные загадки можно сгруппировать не только по форме, но и по тематике. Тематика их может быть разнообразной. Это загадки о явлениях природы, о животном мире, растениях, человеке и строении его тела и многие другие. Большое место в фольклоре мордовского народа занимают загадки о животном мире, насекомых, птицах, диких и домашних животных. Еще с давних времен Мордва обращала внимание на их поведение. На основе полученной информации народ сочинял загадки и передавал их из поколения в поколение. Дорогие друзья, а сейчас попробуйте отгадать загадки, которые приготовил специально для вас Куйгарыш. Все они будут относиться к теме «Животный мир». Друзья, будьте бдительны, в каждой загадке спрятана подсказка. Тишелангамадась, ащи сонтяв ярцай, киндивуков максы. На траве лежит, сам не ест и другим не дает. Вы, наверное, догадались, конечно же, это собака, по-макшански пине. Послушайте следующую загадку. Патя Марта, афнармань, суски, афпине. Куйгарыш загадал нам загадку про насекомое, которое имеет крылья, но не птица, кусается, но не собака. Догадались, кто это? Конечно же, это комар, по-макшански сядьке. Молодцы! И, наконец, последняя моя загадка. Кулы весть, шачи кавкс, шобдава найморай. Умирает один раз, рождается дважды, всю жизнь поет. Догадались? Это загадка про домашнюю птицу. Конечно же, это петух, по-макшански отекш. Молодцы, друзья! Справились с непростым заданием. Итак, ребята, наш урок на этом завершен. Мы очень надеемся, что он вам понравился, и вы будете ждать нашей следующей встречи. Няемозен кельгаму ялгат. До встречи, дорогие друзья! Васи Демазенк! Кума дерем бисенза, точь мочка мадерем бисенза, вишке кума дерем бисенза.